Пострадавшие от пандемии, более половины мигрантов потеряли в России работу, жилье и средства к существованию. Как вернуться в Таджикистан из России задешево? Досмотрите это видео до конца, и мы расскажем вам то, что вас заинтересует. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Дорогие авиабилеты на чартерные рейсы из России в Таджикистан вынуждают наших соотечественников искать другие пути для возвращения на родину. Мы расскажем вам ответы на самые часто задаваемые вопросы наших мигрантов о том, как дешевле вернуться в страну и какими путями. Итак, какими же путями можно вернуться в Таджикистан? Вернуться в Таджикистан можно через соединенные страны, например, через Узбекистан и Кыргызстан. Таджикские граждане при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм могут добраться воздушным путем до Узбекистана и Кыргызстана, а оттуда в Таджикистан наземным путем. Некоторые мигранты говорят, что им это обошлось в сумму от 22 тысяч до 30 тысяч рублей. Но это дешевле, чем лететь с России в Таджикистан. Кыргызстан еще 4 декабря разрешил въезд на свою территорию гражданам всех стран. Правительством Кыргызстана 4 декабря 2020 года принято решение о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызстан через пункты пропуска международных аэропортов Манас, Ош, Исык-Куль. Это сообщение есть на сайте МИД Кыргызстана. Там отмечалось, что в соответствии с указанными алгоритмами граждане иностранных государств и лица без гражданства допускаются на борт воздушного судна, следующего в Кыргызскую республику при предъявлении результатов ПЦР, исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавирусной инфекции, проведенного за последние 72 часа, то есть за 3 суток до вылета. Уже несколько наших соотечественников так и вернулись в страну. А какие вы знаете еще варианты дешевого возвращения в Таджикистан? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии, это будет полезно для всех нас. Сколько же на самом деле стоит билет на регулярные рейсы из России в Кыргызстан? По словам мигрантов, которые вернулись через Кыргызстан, цена на билеты на регулярные рейсы между Кыргызстаном и Россией начинается с 13 тысяч рублей. Рейсы самолеты кыргызской и российской авиакомпании выполняют почти ежедневно. А какие же документы нужны, чтобы вернуться на родину? Обычные документы, загранпаспорт и справка о результате ПЦР. Также очень частым вопросом является, отправят ли на карантин людей, которые приехали в Кыргызстан с России. Нет. Если вы имеете при себе справку об отсутствии коронавируса, то вас не отправят на карантин. В случае истечения срока действия ПЦР-теста, это 72 часа, напоминаем, по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, вы будете обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия. И если коронавируса у вас нет, никакой карантин проходить не нужно. И как же из Кыргызстана добраться в Таджикистан? Из Кыргызстана можно добраться до таджикско-кыргызского пограничного пункта на такси, которое есть в аэропорту, или же найти местные автобусы. Также частым вопросом есть то, есть ли организованные маршруты из Кыргызстана в Таджикистан или нужно нанимать частные автомобили. К сожалению, организованных автомобильных рейсов нет. При выходе из аэропорта таксисты предлагают довести вас до границы. Если цена вам подойдет, можете смело пользоваться этой услугой. Можно ли выехать из любого города Кыргызстана? Да, можно выехать из любого города, но помните, что вам обязательно надо пройти через пограничные пункты для въезда в Таджикистан. Если вы не пройдете через погранпункт, против вас могут возбудить уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Во сколько же обойдется путь домой? По словам одного из собеседников, он купил билет за 19 тысяч рублей по направлению Екатеринбург-Ош. Еще 1000 рублей он потратил на такси Ош-Исфара, а там уже был в Таджикистане и по местности добрался домой. Очень часто людей интересует вопрос, не остановят ли на кыргызско-таджикской границе и разрешат ли проехать. Если ваши документы в порядке и вы имеете при себе справку об отсутствии коронавируса, вас не должны останавливать. Если по каким-то другим причинам вам не разрешают пройти границу, вы должны обращаться в соответствующие органы. И нужно ли проходить карантин уже в самом Таджикистане по возвращению? Нет, конечно же, справки об отсутствии коронавируса будет достаточно. Также мы еще вам хотели рассказать о дополнительных путях возвращения из России в Таджикистан. Они есть, например, через Дубай или Турцию, но они обойдутся так же дорого, как вернуться из России в Таджикистан. Поэтому, наверное, самые лучшие пути будут через Узбекистан и Кыргызстан. Если вы знаете еще какие-то дешевые пути возвращения домой, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.